Москвы в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Желтый. Хары. Желтый снег. Хары кар. Желтый снег. Хары кар. Министерство природопользования назвало причиной желтого снега в Нефтекамске пыльную бурю из среднеазиатских пустынь. Табигаттан файдалану министрлыгы Нефтекамалага хары кардың сәбәбен Урта Азия сүллегенән килгән саң бураны дип аңлатты. Министерство природопользования назвало причиной желтого снега в Нефтекамске пыльную бурю из среднеазиатских пустынь. Табигаттан файдалану министрлыгы Нефтекамалага хары кардың сәбәбен Урта Азия сүллегенән килгән саң бураны дип аңлатты. Эхо Москвы в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Вы слушаете «Уфимский разворот», программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 8 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Доброе утро, дорогие друзья! На эхе Москвы в Уфе начинается Уфимский разворот. Сегодня вас приветствует Айдар Ахмадиев, Руслан Валеев и звукорежиссер Никита Полянин. Всем доброе утро. 8 часов 9 минут в Башкирии. Мы в прямом эфире на Ютубе, трансляция ведется. Там же есть онлайн-чат. Можете отправлять свои реплики, присылать вопросы. Тем более во второй половине часа у нас ожидается гость. Подробнее Руслан сейчас расскажет. Да, мы поговорим с управляющим партнером группы компании «Садовое кольцо» Михаилом Фельдманом о застройке, в том числе Кошкиного леса. Позицию строительной компании тоже необходимо услышать, тем более, что активисты, которые выступают с претензиями, не скажу против однозначно, но с претензиями против компании, они уже не раз у нас в эфире были. Это будет после 8:30. Пока я напомню, что у нас есть номер для смс-сообщений, сообщений в мессенджерах, WhatsApp и Telegram, +7 927 304 10 51. У нас в плане довольно большой обзор прессы, у нас фрагмент вчерашнего оперативного совещания, выступление Радия Хабирова, который всячески, ну, скажем так, и намекает, и прямым текстом говорит, что расслабляться по поводу коронавируса рано. Вот именно об этом мы послушаем. И плюс поголосуем, но поголосуем мы на одну из тем, о которых сейчас поговорим в обзоре прессы. Так что давайте перейдем к этой части. Ну, речь касается прежде всего события, связанного со мной, с вчерашним заседанием в Верховном суде, в ходе которого рассматривалась апелляция по делу о маске. Об этом мы не раз говорили. Казалось бы, да, мелкая небольшая история, которая никак не связана с даже штрафом, поскольку Кировский райсуд ранее меня, конечно, признал виновным, но штраф не присудил, а присудил предупреждение. Так вот, мы, посовещавшись с коллегами, с юристами, решили, что надо подавать апелляцию, поскольку все-таки считаем меня невиновным, поскольку я в тот день, 23 января, на акции протеста занимался работой, освещал происходящие события, и, по сути дела, история с маской была в некотором роде провокацией, поскольку подполковник Шангареев меня доставил в автомобиль для того, чтобы якобы сверить с ориентировкой, да, мою личность и проверить, а не причастен ли я к ограблению магазина сотовой связи. То ли в то утро 23-го, то ли 21-го, но это уже, опять же, разница в показаниях. Так вот, в Кировском райсуде все эти сведения судью особо не заинтересовали, а вот вчера в Верховном суде, помимо процессуальных нарушений, о которых мы с адвокатом заявили, мы еще и все-таки саму историю вспомнили. Судье стало интересно. Мне показалось искренне интересно, потому что он прямо расспрашивал, что, как, зачем происходило. И вот эту историю с ориентировкой, доставление сначала в автомобиль, а потом в отдел, мы все это дело озвучили. Нестыковки, связанные с протоколом, тоже перечислили. Там, кстати, любопытно, я ранее не замечал. Они пишут в протоколе, что я в отдел не доставлялся, а в то же время пишут, что протокол в моем присутствии составился в отделе. Это все в одном и том же протоколе. Ну, наверняка просто вы сами пришли туда пешком, самостоятельно, вы не доставлялись. Сам явился, да. Ну, так или иначе, то есть мы рассчитывали в лучшем случае получить как бы отмену решения Кировского райсуда и отправку на пересмотр
то есть на повторное рассмотрение, чтобы соблюсти все нюансы. Но судья решил, что дело не стоит, как говорится, яйца выеденного, и закрыл производство по отсутствию состава правонарушения. То есть он признал, что не было правонарушения, которое мне до этого вменяли. Само по себе, конечно, это отрадно. То есть мы тем самым доказали, что, оказывается, все-таки отстаивать свои права нужно. Если в райсуде показалось, что никаких шансов нет, то нужно идти в том числе в Верховный суд и, в общем, общаться с другим представителем системы правосудия. Вот, получается, административные взыскания с меня сняли. Другое дело, что та сторона, то есть сторона полиции, еще может подать надзорную, насколько я понимаю, жалобу. То есть это решение, оно еще может быть теоретически каким-то образом пересмотрено. Но, думаю, нет. Почему-то так мне кажется. Ну, да, это это как бы, хоть и стало сенсацией, но не такое. Вам же просто предупреждение вынесли. На самом деле это было важно, оспорить это решение, в любом случае, даже если это не штраф. Но сейчас ведь создаются основания. На самом деле, если все-таки ваше задержание, которое, то есть, легло в основу тоже вот этого административного дела, если оно считается сейчас незаконным, то полицейский, возможно, воспрепятствовал профессиональной журналистской деятельности, а это уже, на минуточку, уголовная статья. В общем, да. Ну, другое дело, что, скажем так, факт задержания человека, факт общения с ним и проверки каких-то данных, он сам по себе же не является нарушением. Ну, то есть имел право на это полицейский. Другое дело, вот как это все интерпретировать. Ну, вопрос такой, да. Он требует, наверное, юридической проработки и тщательного разбирательства. Кстати, мы еще сегодня об этом поговорим, да, как раз. Материал Медиакор сети. Полжизни за коммуналку, платежи за ЖКУ забрали половину прожиточного минимума. Ну, совершенно неудивительно. Татьяна Майорова пишет, корреспондент Медиакор-сеть, материал. Она участвует в социальном эксперименте «Прожиточный минимум», они его так и назвали. Журналисты издания пытаются выжить месяц на 10 641 рубль. И вот сразу два материала Татьяны Майоровой и Карины Мамаевой. Вчера вышло, очень интересные, ну, в частности, Татьяна Майорова, как я уже сказал, половину этого прожиточного минимума отдала за коммунальные услуги, а, видимо, остальные там 5000 рублей нужно, ну, как-то на еду купить, одежду, возможно, еще что-то. Я не знаю, как это ну, это ты, конечно, погорячился насчет одежды. Вот на проезд бы и на какую-то еду хватило. Да, и Карина Мамаева тоже, значит, она пишет, что у нее в холодильнике ничего практически не осталось. Хотя социальный эксперимент не так давно начался, кстати. И вот она питается сейчас квашеной капустой, у нее есть соусы, сливочное масло и пакет молока в холодильнике. Вот и все. Вот, пожалуйста. Ну, наше правительство считает, что 10 641 рубль – это вполне себе достаточная сумма для того, чтобы жить. Ну, радует лишь то, что квашеная капуста считается довольно полезной пищей. И, ну, в общем, она хоть и полезная пища, но я бы не хотел ее целыми днями употреблять, но знаете. Не проживешь, да, я согласен. Энергетическая ценность все-таки недостаточно. Продолжим обзор прессы. Вот мы пишем, «Эхо Москвы» в Уфе, о том, что активист из Башкирии Руслан Нурдинов заявил о выходе из состава общественно-политического движения «Республика». Об этом он написал в социальных сетях. Мы напоминаем, что движение появилось совсем недавно, вот на рубеже 20 и 21 годов оно было создано. В основу движения вошли активисты, которые защищали Куштау минувшим летом, в том числе Урал Байбулатов, сам Нурдинов. И до сих пор они фигурировали как бы вместе, например, на акциях протеста, да, в защиту Навального 23 января они шли во главе колонны и возглавляли вот эти вот импровизированные митинги в двух местах. Вот. Но Руслан Нурдинов говорит, что, в общем, он последовал своим же словам, которые у нас в эфире он озвучивал. А я напомню, он говорил, что если почувствует, что кому-то навязывает свое мнение в этом движении, то первым из него выйдет. И вот он тем самым выходом своим, по сути дела, подтверждает, что вроде как его слишком много, что ли, становится одного в кругу своих единомышленников. Примерно так он объяснил свой выход, в том числе в социальных сетях фактически написал. Он сам кому-то навязывает мнение, и поэтому решил и признает, что выйти. Он его начинает уже навязывать, что как бы его личные какие-то политические амбиции становятся выше, чем амбиции движения в целом, и поэтому он посчитал нужным из движения выйти. Но я напомню, Руслан Нурдинов хочет в качестве самого движенца участвовать в выборах в федеральный парламент, и есть мнение, что вот он вышел из-за этого, что он не хочет себя дальше ассоциировать как-то с этим движением. Ну, конечно, мнений очень много, но я
я вот скажу, что Руслан Нурдинов, к сожалению, вчера почему-то не захотел разговаривать с журналистами и подробно эту ситуацию комментировать не стал. Как и Урал Байбулатов, между прочим, потому что он отослал нас к Руслану Нурдинову. Пускай он сам Руслан выскажется. вечером уже пост опубликовал в соцсетях, где вот он эту мысль повторяет, по сути дела, и вновь говорит, что он сам вышел из этого движения. Но я надеюсь, что как-нибудь в обозримом будущем он у нас в эфире будет, и мы более подробно обсудим всю эту историю. И далее реалии: в Башкортостане сорван концерт популярного певца Фирдуса Тямаева. Вот это он популярен, да, в определенной группе людей. Значит, концерт должен был состояться в селе Киргиз-Мияки в Башкортостане, и там отключили электричество. Об этом, значит, сообщает Радио Свобода. И вот что говорит этот самый артист. У нас через час концерт, мы не можем подключить аппаратуру. Директор Дома культуры нас заранее не предупредил, только намекнул, что это приказ сверху из Минкульта Башкортостана. Они от нас требовали маршрутный лист, а у нас уже все билеты распроданы. Почему они тогда продавали билеты? Нам сказали, что затопило подвал, электричество отключили, чтобы не было замыкания. Я спустился в подвал, там все нормально. То самое село находится почти в 200 километрах на юго-запад от Уфы. И, значит, считает этот артист, что такое случилось из-за его поддержки Куштау, тех самых протестов в августе. Вот что он говорит. Нам не сказали напрямую, но мне намекнули не въезжать в Башкортостан по мере возможности из-за моей поддержки Куштау. Ветер дует со стороны Министерства культуры. Я впервые встречаюсь с подобным. Вчера выступили в Камском устье, сегодня прибыли в Башкортостан, и нас хотят отправить обратно по причине того, что в 21 веке невозможно организовать концерт, билеты на который уже распроданы, со ссылкой на то, что электричество отключено. Ну, вот так вот. И перепись он упоминает, что якобы башкирские власти, может быть, не самые официальные, а вот, по крайней мере, на местах, так или иначе препятствуют татарским, в частности, конкретно музыкантам и деятелям культуры в преддверии этой самой переписи. Якобы, видимо, они могут агитационную работу проводить, выступая перед населением, как раз-таки тем самым населением, которое является, ну, скажем так, яблоком раздора среди ученых наших двух республик. Ну, я напомню, да, башкортостанские ученые утверждают, что в основном это все-таки башкирское население, которое, правда, пользуются языком, который очень похож на татарский. Вот. Ну и наоборот, татарстанские говорят, что это чистокровные татары, и никаких тут башкир не было. По случаю напомню, сегодня после 3 часов в эфире Москвы в Уфе в программе «Персонально ваш» будет Ильнар Гарифуллин, журналист из Татарстана. Мы с ним поговорим как раз, я думаю, на эту тему. Так что подключайтесь. Кстати, вот даже банальная, казалось бы, вещь. Ради Хабиров анонсировал установку новых стел с указанием названий районов. Да, она тоже в этом смысле как бы к этому вопросу косвенно, но относится, потому что на этих стелах указываются наименования башкирских родов, которые на этой территории исторически проживали. Вот, об этом уже споры пошли вокруг вот этих вот публикаций Ради Хабирова. Ради Хабиров, в принципе, просто пишет, что надо стелы красивые поставить, потому что это красиво и нужно. Спору нет. Но вот название родов... Зачем это? Вот как бы вот сегодня и обсудите с Ильнаром Гарифуллиным в эфире. Зачем и для чего. Вот, это отдельная история. Но я думаю, что к переписи все-таки какое-то косвенное, как минимум, отношение это все имеет. Ну что, еще один материал давайте просмотрим. Это КПРФ. В КПРФ назвали репрессии задержания на форуме муниципальной России депутата Госсобрания Башкирии Дмитрия Чувилина. Мы довольно активно следили за этой ситуацией, которая разворачивалась в Москве 13 марта. Там в отеле Измайлово полицейские задержали более 170 человек. Их потом доставили в отдел полиции в разные районы Москвы. Там составили протоколы по статье о сотрудничестве с нежелательной организацией. Силовики считают, что это мероприятие было организовано, открытой России, деятельность которой на территории страны признана нежелательной. Среди задержанных был Илья Яшин, Юлия Галямина, Владимир Карамурза-младший, Евгений Ройзман, это экс-мэр Екатеринбурга, а также представители Башкирии. Их было 3 там, но почему-то задержали только 2. Задержали общественника Руслана Нурдинова, о котором мы уже говорили сегодня, и депутата Госсобрания Республики Дмитрия Чувилина. Ну, вы понимаете. Слушай, задержали все-таки 3, но протоколы оформили только на 2. Все-таки Сергей Жуков рассказывал, что его тоже доставляли в машину, но просто отпустили оттуда. Понятно. Это очень интересно, почему. Сергей Жуков — это депутат Горсовета Благовещенска, для тех, кто не знает. Значит, что случилось?
Поговорили мы с представителями КПРФ в Курултае и в Госдуме. В частности, в Курултае это Ильгам Галин, заместитель руководителя фракции. Он сказал, что намерен проверить основания задержания депутата. Хотел вчера с ним пообщаться, вот пока мы результаты этого общения не знаем, но попытаемся узнать. И Александр Ющенко в разговоре с нашим журналистом, это депутат Госдумы от Башкирии, пресс-секретарь КПРФ, довольно такая известная фигура в этой партии, сказал, что, значит, Чувилин должен был согласовать, как минимум, свое участие в этом форуме с руководителем фракции в Госсобрании Башкирии, но этого не сделал. Но в любом случае в КПРФ считают, что это все-таки репрессии и закручивание гаек, как сказал Ющенко. Такая тенденция, по его словам, свойственна в современной России. Вот так вот. Будут ли какие-то санкции? Он сказал, что это внутрифракционные вопросы, и они это, скорее всего, Ну, лишь бы обсудят. это не закончилось очередными лишь заявлениями, и то вызванными запросом журналистов, как это иногда бывает, к сожалению. Так, ну, буквально в 2 словах просто скажу. «Коммерсант» о том, что власти Башкирии хотят организовать в школах эко-буфеты. Видимо, вот таковы последствия встречи премьер-министра Андрея Назарова с известной блогершей и врачом Региной Доктор, которая как раз-таки специализируется на здоровом питании. И тем временем Назаров поручил правительству организовать в школах буфеты, в которых будет промаркирована продукция, содержащая сахар, соль и насыщенные жиры. Значит, цветная маркировка разработана уже Роспотребнадзором. Буфеты предлагается назвать эко-буфетами и продавать в них преимущественно продукцию местных производителей. Вот так вот. Начнут питаться наши школьники, видимо, здоровым питанием. Там будет кумыс, интересно. Чак-чак. Слушай, нет, кумыс, наверное, все-таки не совсем подходит подросткам, потому что там алкоголь содержится пусть и в очень маленьких Ну количествах. что, может быть, как-то активнее начнут заниматься. Ну, Я это шучу, только на конечно. физкультуру, да. Ну что ж, с этим материалом мы завершаем обзор прессы. И сейчас обещанный фрагмент выступления Радия Хабирова на вчерашней оперативке, где он вновь упоминает коронавирус и начинает на эту тему вновь беспокоиться. Посмотрите, как вы там это проведете с главными врачами и заместителями глав. Меры, направленные на повышение внимания, что ли, настороженности коронавирусной в лечебных учреждениях. Мы все расслабились. С четверга отправляю контрольное управление, которое будет опять показывать. Я, коллеги, уважаемые главы муниципалитетов, в следующий понедельник буду об этом говорить как бы в присутствии. Поэтому, пожалуйста, главы муниципалитетов тоже у себя проведите соответствующие мероприятия. Расслабились. Леонард Хакимовна, я вас попрошу, точно такое же мероприятие проведите, пожалуйста, с системой соцзащиты, чтобы повысить настороженность. Сейчас и вакцинацию посмотрите, чтобы вам активнее вакциной помогаете, чтобы нам удержать. Булат Вакилович, то же самое. Можете сейчас подсказать, какая динамика заболеваемости? Есть что-то тревожные факты какие-то или нет? Или ровно у нас все? Леонид Ильич, ситуация по общеобразовательным организациям идет резкое снижение. По дошкольным учреждениям на сегодняшний день всего 5 больных, 18 работников дошкольного образования, менее 200 у нас заболевших школьников и 138 заболевших учителей. Попрошу вас точно такой же сегодня-завтра провести с коллегами вашими в системе образования, высшей школы и так далее. Очень важно, чтобы мы сейчас вот вспышек не допускали. Ренат Рашидович, Виктор Михайлович, транспорт, расслабились. Мы не отменяли ничего связанное с транспортом. Люди устали, я понимаю, но если мы чуть-чуть поднапряжемся, то это позволит нам возможное ухудшение ситуации каким-то образом пройти. Сейчас, наверное, и климатическая, что ли, ситуация. У нас пока минус, может быть, это держит, не знаю. Пока действительно ровно все идет, но мы должны быть готовы к там самым нестандартным сценариям. Значит, Максим Васильевич, очень большое внимание я вас прошу, чтобы коечный фонд у вас был готов. Я, коллеги, очень удивился. Вот неделю назад смотрел репортаж, показывали Париж, и больные парижане, у них коек нет. И парижан берут, и, соответственно, соседние муниципалитеты везут. Вот такого, чтобы никогда. У нас мы самое тяжелое время этого не допустили. Но у вас готовность должна быть 48 часов. Если что-то пойдет, значит, сразу развернули койки. Лекарства все у нас есть. Хотел еще спросить, сколько у нас в Столитамаке сейчас больных лежит? 202 пациента на сегодня. В Зубово 286. Рустам Маратович, от ковида вчера умер первый волонтер Радик Асфандияров. 35 лет человеку. Примите участие, помогите, пожалуйста. И вообще, внимание, там родителям, наверное, надо оказать и семье. Видите как, это все никуда не уходит. В целом базовая сумма смертности довольно высокая, поэтому на этой неделе снова пообсуждаем, куда нам двигаться.
Мы прослушали фрагмент вчерашнего выступления Радия Хабирова на оперативном совещании. Говорили про ковид. Пожалуйста, не забывайте про это. Это действительно очень важно. Тем более все мы слышим о так называемой третьей волне распространения вируса. Европейские страны уже начали вводить ограничения. А у нас маски снимают. Это плохо. Ну что ж, сейчас мы с вами поголосуем. Да, возвращаясь к маскам, кстати, связанная тема. Руслан Валиев, шеф-редактор наш, был задержан. Об этом мы уже говорили. Вчера Верховный суд отменил, значит, решение, обвинительное постановление районного суда и прекратил производство по делу. То бишь, как раз-таки административное дело, из-за которого Руслана Валиева задержали во время митинга 23 января, фактически, посчитали незаконным. То есть его просто отменили. Значит, задержание тоже незаконное было. Считаете ли вы необходимым попытаться наказать полицейских за воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста, учитывая, что Верховный суд признал это дело, ставшее обоснованием задержания, незаконным? Если вы считаете, что да, значит, нужно как-то какие-то санкции применить по отношению к полицейским, которые препятствуют свободе слова фактически, ваш номер телефона 262-72-47. Если же считаете, что не нужно наказывать никого, все равно ничего не получится, это лишние судебные траты. Ваш номер телефона в таком случае 262-72-48. Голосование. Процесс пошел. Ну что ж. 262-72-47 нужно привлечь к ответственности полицейских, 262-72-48 не нужно. Айдар таки настоял, что такое голосование нужно провести, использует такую четкую формулировку «наказать». Я говорю, да, привлечь к ответственности. Но вот тут вот Зайнула пишет нам, неужели не ясно, что это была личная инициатива этого полицейского, попытка оказать давление на журналистику? Но я так полагаю, что если вот интерпретировать слова Зайнулы, то да, нужно в этой ситуации, точнее, эту ситуацию не оставлять как-то. То бишь полицейский мог не виноватым быть, то есть ему кто-то сказал фактически, да, это сделать. Не, наоборот, то есть он воспрепятствовал законной деятельности журналиста, поэтому как бы он по определению виноват, и, в общем, такие вещи нужно пресекать, и в будущем, самое главное, не допускать. Есть такая точка зрения, и, в общем, как бы она распространена, и действительно, почему мы этот вопрос задаем, почему мы, в принципе, об этом продолжаем думать, потому что действительно многие говорят, что надо эту историю продолжать. Но пока решение не принято, опять же, нужна консультация, скажем так, с юристами, со специалистами. Мы делаем срез вашего мнения, так сказать, и я думаю, уже подведем итоги голосования. Ваше мнение, да. 92% считают, что да, это важно, информационно нужно, значит, так скажем, наказать полицейских, да, за это. А остальные 7% считают, что это делать не нужно. Да, надо наказать, создать прецедент, но вряд ли он будет продолжать Зайнула. Ну вот что такое ж, мнение. федеральные и региональные новости. Вернемся во второй половине часа с гостем. В Москве 6:30. Здравствуйте, в студии Алексей Гусаров на Эхе Новости. Объявленная погибшей под лавиной девочка оказалась жива. Сообщили власти Мурманской области. Она в тяжелом состоянии, сказал руководитель туристической группы по телефону губернатору Андрею Чибису. Передает Интерфакс. Губернатор сообщил в своем инстаграме, что в Мончегорск прибыл медицинский вертолет. Эвакуация пройдет в светлое время суток. В МЧС сказали, что к туристам пробиваются спасатели на снегоходах. В группе из Петербурга 3 взрослых и 13 подростков в возрасте от 10 до 15 лет. Россию в международных судах будет представлять Генпрокуратура вместо Минюста, сообщают РБК и Интерфакс. По сведениям источников, президент Владимир Путин согласился с предложением генпрокурора Игоря Краснова. Как поясняет информагентство, эта процедура связана с укреплением силового блока на международном уровне. Прежде всего, речь идет о представительстве в Европейском суде по правам человека. Всемирная организация здравоохранения обеспокоена ростом смертности от коронавируса. Ее представитель Мария ван Керкхове отметила, что этого следовало ожидать, поскольку последний месяц в мире растет число случаев заражения. В этой связи она подчеркнула важность продолжать соблюдать меры индивидуальной защиты. На днях в Еврокомиссии заявили о начале 3-й волны пандемии в Европе.
Газета «Таймс» узнала, что власти Великобритании хотят продлить запрет на международные поездки до июля. Нарушителям будет грозить штраф в 5000 фунтов, это более 500 000 рублей. Голосование по этому вопросу состоится в парламенте в четверг. Исключения будут сделаны для поездок по работе, учебе, для лечения, чтобы навестить находящегося при смерти родственника или друга, сочетаться браком или посетить свадьбу ближайшего родственника, а также для переезда или чтобы продать свою недвижимость. В Подмосковье бывший мировой судья приговорен к 8 годам колонии по делу о разбойном нападении на коттедж. О приговоре сообщили вечером в Следственном комитете. Согласно обвинению, бывший судья Станислав Крупин в составе группы из 10 человек в 2018 году ограбил частный дом в Новой Москве. Похищено было больше 5 миллионов рублей. 4 фигурантов были объявлены в международный розыск. США объявил, что рассмотрит возможность восстановления смертного приговора Джохару Царнаеву. Он был признан виновным в теракте на Бостонском марафоне, жертвами которого стали 3 человека, более 260 были ранены. К смерти его приговорили в 2015-м, но затем суд заменил ему смертный приговор пожизненным заключением. Как напоминает газета «Хилл», отмена этого решения стала добиваться еще администрация Дональда Трампа. И о погоде в Москве сейчас минус 4 градуса, днем 0 плюс 2, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Алексей Гусаров, служба информации, «Эхо Москвы». 3, 2, 1. Реклама. Любимая аптека порадует кэшбэком. Весенний кэшбэк 7% во всех аптеках Фармленд. Совершай покупки в аптеках Фармленд и получай кэшбэк 7%. Подробности на сайте farmland.ru. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Срок акции с 10 по 25 марта 2021 года. 24 марта вместе с гостем студии «Эхо Москвы» в Уфе, финансовым экспертом компании «Финам» Романом Старцевым поговорим о повышении ключевой ставки. Слушайте эфир в среду в 8:45. В эту среду после 13 часов слушайте программу «Защита Буркина». Все о нестандартных методах и секретах защиты в сложных делах. Ведущий эфира – юрист Виталий Буркин. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. 8 часов 34 минуты в Башкирии. В эфире «Эхо Москвы» в Уфе новости. В студии Айдар Ахмадиев. Здравствуйте. Италия планирует выдать уфимского предпринимателя Андрея Смышляева, обвиняемого в аферах на миллиарды рублей. Италия экстрадирует в Россию владельца сети шинных центров Андрея Смышляева, обвиняемого в преднамеренном банкротстве и мошенничестве, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России. В прокуратуре сообщают, что Смышляев подозревается в преднамеренном банкротстве и мошенничестве в сопровождении спецконвоя. Смышляев будет доставлен в Москву, говорится в сообщении РИА Новости. По версии следствия, в декабре 2015 года в Уфе усилиями своего руководителя Смышляева компания «Трека» не смогла в полном объеме удовлетворить требования кредиторов, в том числе налоговой инспекции, по обязательствам на более чем 2,8 миллиарда рублей. Арбитражный суд Башкортостана 2 марта 2016 года признал компанию «Трек» банкротом. Кроме того, полагает следствие, в 2014-2015 годах Смышляев, будучи гендиректором Русшина Тюмень, через эту фирму похитил деньги и имущество у компании Нокианшина, и Русшина Тюмень впоследствии не смогла удовлетворить требования кредитора в сумме основного долга в более чем 1 миллиард рублей. Смышляев скрылся от следствия, суд его арестовал заочно, бизнесмен был объявлен в международный розыск. Власти Башкирии планируют заключить контракт на обновление мебели в Доме Республики. По данным «Коммерсант Уфа», государственное казенное учреждение Хозяйственное управление Республики Башкортостан на аукционе 26 марта отберет поставщика мебели для Дома Республики на улице Тукаева. Начальная цена контракта более 14 миллионов рублей. Его оплатит бюджет Башкирии. Требуется 171 предмет мебели, в том числе рабочие столы, боковые и фронтальные экраны, столы руководителей на опорной тумбе и брифинг-приставки к ним, кофейные столики, шкафы для одежды, документов, шкафы, тумбы и комбинированные шкафы и другие виды мебели. В Уфе сейчас минус 3, днем до 2 градусов выше нуля, пасмурно, местами возможен снег. Айдар Ахмадиев, служба информации, «Эхо Москвы» в Уфе. Вы
слушаете «Уфимский разворот» – программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 8 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Продолжаем прямой эфир уфимского разворота на волнах радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. Сегодня в студии Айдар Ахмадиев, Руслан Валиев и Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Вторая часть нашего эфира будет посвящена теме строительства. У нас в гостях управляющий партнер группы компании «Садовое кольцо» в Башкортостане Михаил Фельдман. Он у нас на прямой видеосвязи со студией. Доброе утро, Михаил. Доброе утро. Я напомню, что у нас есть чат в Ютубе, где можно общаться и задавать вопросы гостю, а также номер для СМС-сообщений и сообщений в мессенджерах +7 927 304 1051. Итак, «Садовое кольцо» — это компания, которая появилась на рынке Республики Башкортостан относительно недавно, то есть она не является столь привычной слуху уфимца или жителя республики, как там другие компании, не буду называть. Поэтому хотелось бы вначале, прежде чем перейти к конкретным кейсам, конкретным спорным историям, несколько слов о компании все-таки, да. Когда, где она возникла, как она оказалась в республике, какое отношение она имеет к Красногорску Московской области и, соответственно, периоду работы там нашего нынешнего главы республики Радия Хабирова. Еще раз доброе утро. Компании более 14 лет. Мы развивались сначала в Москве и в Московской области. Лет 5 назад решили, что компания должна развиваться и регионально. Соответственно, мы начали проекты в Татарстане. И не так давно пришли на рынок Уфы. Это было связано прежде всего с нашим интересом к региону. Плюс мы всегда решали проблемы, такие проблемные задачи обманутых дольщиков и непростые системные задачи, связанные с проблемными объектами. Именно поэтому Уфа и один из наших проектов «Бастрой» вызывал большой интерес. Это совпало с нашей стратегией. И, наверное, вот так вот мы появились в Башкирии. Угу. Вот, кстати, этот момент, он любопытным является. То есть, есть дома, которые не может сдать застройщик, вы приходите и каким-то образом умудряетесь, в общем, и эти дома сдать, и новые построить. Вроде бы, как бы, тот же рынок, те же условия, те же деньги, но у вас получается лучше, чем у тех, кто был до вас. Ну, конкретно с Госстроем, да, если сейчас говорить про эти дома. Как так получается? В чем секрет? Ну, наверное, не то, что лучше получается. Просто для нас этот вопрос был интересен, потому что история с Госстроем, бывший акционер очень долго искал, года 2 искал решение вопроса, общался и с местными застройщиками, и пытался найти застройщиков в Татарстане, и именно как раз в Татарстане мы с ним и познакомились. Поэтому просто нашей компании это стало интересно, в отличие от других застройщиков. Ну, вы знаете, вот буквально на днях видеообращение свое к Радио Хабирова опубликовал один из основателей компании «Жилстройинвест». С этой компанией история публичная связана, мы о ней очень много говорили, там и протесты были местных жителей из-за застройки рядом с парком городским имени Мажита Гафури. И, значит, один из основателей этой компании заявил, что на самом деле не все организации получают зеленый свет, да, на рынке только определенные. Вот скажите, у Садового кольца есть этот зеленый свет? И вообще работает ли вот эта сфера именно по той структуре, которую описал этот человек? Я смотрел этот ролик, но есть вопрос очень сложный, что является зеленым светом. Вопрос не очень понятен. Ну, давайте так, смотрите. Приход Садового кольца в Башкирию, он совпал по времени с приездом Радия Хабирова. Это совпадение или это все-таки взаимосвязанные вещи? Смотрите, как я и говорил, что в республике накопились вопросы по обманутым дольщикам. Соответственно, в тот момент, когда мы реализовали проекты, в том числе и в Татарстане, и вопрос обманутых дольщиков стал остро,
да, потому что есть задача решить там, до 23-24 года вопрос обманутых дольщиков. Соответственно, познакомившись с Кириллом и поняв интерес нашей компании в реализации подобного проекта, и это была Уфа, все совпало. Все на самом деле Михаил, смотрите, вы все-таки не государственная структура, да, вы коммерческая организация, абсолютно. И когда вы говорите, что вот мы хотели тут не как все, да, решить проблему обманутых дольщиков, поэтому пришли внезапно в Уфу, ну, вы знаете, как-то для вас это, в чем выгода-то? Выгода в чем? В проекте Госстроя? Да, насколько финансово забалансирована эта история? То есть она действительно исключительно социальную нагрузку несет? Ага. Нет, она абсолютно коммерческая, мы это никогда не скрывали. Существует закон масштабных инвестиционных проектов. На сегодняшний день компания достраивает объекты Госстроя. Соответственно, на те нехватку денежных средств, которые необходимы на дострой, компания получает компенсационные участки. Угу. Ради Хабиров или другие лица республиканского правительства, они как-то с вами связывались? То есть вы пришли по их приглашению, либо сами? Что-то подобное было? Мы пришли сами, получали долгое количество консультаций, презентовали проект, высчитывали затраты на дострой, делали экспертизы, соответственно, и согласовывали этот проект больше полугода. Угу. Так, давайте тогда сейчас как-то вот систематизируем, что ли, о каких объектах Госстроя в конечном итоге идет речь и какие компенсационные участки получены компанией за это? Прекрасный вопрос, спасибо. Значит, на сегодняшний день мы достраиваем объекты жилой комплекс «Белая река», жилой комплекс «Эрмитаж Горсовет», жилой комплекс на Ленина, Эрмитаж Ленина. Соответственно, на сегодняшний день компенсационные участки пока не получены, документы идут в процессе оформления. Этот вопрос непростой и сложный, для республики эта инициатива тоже первая, и процесс документов достаточно такой долгий процесс. При всем при этом мы начали объекты достраивать с помощью собственных средств, и этот процесс еще года на полтора. Все достроено. Способствует ли наше республиканское правительство как-то этот процесс упростить лично для вас? Тут, например, как это было со строительством ковид-госпиталей, да, там эти этапы были... То есть вот вы участки не получили, это скорее, скажем так, просто кто-то где-то не доработал, но все стараются? Или вы чувствуете, что все-таки, я не знаю, кто-то палки в колеса вставляет в этой истории? Да нет, это просто процесс, который требует большого количества документов, сбора документов и процедур, которые необходимо пройти. А эти участки, они на территории Уфы или не только планируются? На территории Уфы. Хорошо, на территории Уфы. А есть уже приблизительные, я не знаю, наметки, прикидки, где это может быть? Давайте так, мы скажем ровно в тот момент, как все свершится, мы о каждом проекте будем говорить отдельно. Угу. Ну вот есть один уже проект, который реализуется, это микрорайон Глумилино, проект, связанный с тем, что местные жители, и не только, кстати, местные, протестуют, потому что там есть лесной массив под названием Кошкин лес. Уже несколько было мероприятий, где вы показывали, что вы там хотите сделать, как хотите сделать. Но вот пока из того, что я вижу, что договориться не получается. То есть вроде обещано людям благоустройство леса, там то ли 100 миллионов, то ли 140, обещаны соцобъекты, но есть аргументы, контраргументы у людей, которые говорят, что лес в любом случае трогать нельзя. Вот. Как вы себе видите перспективу вот этой истории в плане там договориться все-таки и сделать так, чтобы всех все устроило? Да, непростая задача. На сегодняшний день, первое, мы пытались встречаться с общественниками, разговаривать, рассказывать о проекте. Сразу скажу, что маленький нюанс. Все-таки мы строим не в Кошкином лесу, мы строим рядом. Это очень важно, потому что есть сейчас определенное недопонимание и, скажем так, дискредитация застройщика. Да, и информация позиционируется ровным счетом таким образом, как она интересна той или иной стороне.
Причем Да, при этом мы с вашего позволения, там все-таки же хоть какой-то массив вырубается, я так понимаю. Дорога как минимум будет через него проходить. Значит, никакой дороги сейчас не вырубается. Вот. Есть проект, над которым мы работаем, называется он проект освоения лесов, в рамках которого будут сделаны некие дорожки и благоустроенная территория. И вот информация о том, что что-то вырубается, это абсолютно неправда. Соответственно, с точки зрения самого проекта, в ближайшее время назначена встреча первой общественное заседание первой рабочей группы по общественному контролю за проектом Кошкин лес. Также мы запускаем отдельный сайт Кошкин лес, на котором могут смотреть все желающие, и ход строительства, плюс присылать свои пожелания о том, каким образом они хотят видеть будущий лес. Все эти процедуры мы делаем, Михаил, потому что мы действительно открыты, и вопрос, он действительно сложный. Вы говорите, что запускаете сайт для того, чтобы мнение людей узнать. Но дело в том, что у вас это мнение уже кричит со всех каналов информационных, каналов коммуникации уже давно. Огромное количество протестующих уже свои требования неоднократно высказывали через средства массовой информации, через видеообращения и к республиканскому, и к федеральному правительствам. Все-таки зачем еще этот сайт нужен? Вот у вас есть люди, у вас есть их мнение. То есть, почему бы не встретиться с ними, не удовлетворить эти требования? К сожалению, эти люди не выходят с нами на контакт. Именно поэтому они транслируют эту информацию в массу, еще куда-то, но не Садовому кольцу. Именно поэтому Садовое кольцо делает все для того, чтобы настроить диалог с этими людьми. Так, а почему вы не выйдете? Контакта нет. То есть вы пытались общаться, сесть за стол, и они игнорируют, получается? Я вам напомню, что первое, да, действительно, мы встречались с общественниками первый раз в рамках круглого стола. Мы обсуждали все вопросы, рассказали о проекте. Но, к сожалению, на следующую встречу, к которой мы пришли, общественники высказали позицию, что пока они не получат ответа от города, за круглый стол с Садовым кольцом садиться не будут. Угу. Есть конкретные вопросы от одного из активистов Альберта. Если уже можно их комментировать, все-таки давайте. Выполняется ли нагрузка по социальным объектам, парковкам, на коммунальные сети? Есть ли соответствующие расчеты? Конечно. Смотрите, проект прошел общественное обсуждение. Существует такая вещь, как норма градостроительного проектирования в городе Уфе. Соответственно, проект полностью отвечает всем требованиям градкодекса и граддокументации с точки зрения парковок, плотности, количества школ, детских садов, полностью сбалансированная территория. Угу. А по поводу деревьев, опять же, тут вопрос. Вы вроде говорите, что ничего вырубаться не будет. Правильно ли я понимаю, что вот прям ничего? Или все-таки какое-то количество будет вырублено и, может быть, высажено заново? Значит, в рамках любой стройки, неважно, будь она рядом с Кошкиным лесом, будь она в другом районе, те насаждения, которые есть на строительной площадке, они действительно вырубаются, и после этого есть так называемая компенсационная высадка. И застройщики высаживают в разы больше, чем они срубают. То есть в планах у вас компенсировать все это. Так, вопрос немножко, видимо, все-таки о другом объекте, но все же. Альберт продолжает. Имеет ли статус памятника дом на Новомостовой 4? Будет ли он снесен? И является ли ваш новый дом точечной застройкой? Это другой объект. Я предлагаю вообще это не комментировать. К нам этот проект не относится. Это история нескольких дней, где в интернете писали, что вот Садовое кольцо занимается точечной застройкой. Ага. Данный проект не относится к Садовому кольцу на сегодняшний момент, поэтому предлагаю не обсуждать. То есть вы сейчас утверждаете, что ваша компания точечной застройкой в принципе, по крайней мере в Уфе, не занимается и заниматься не планирует? На сегодняшний день компания строит, и интерес компании строить не один дом, а некие кварталы. Нам интересна масштабная застройка. Угу. Да, но у нас в Уфе, скажем так, с такими территориями не очень все хорошо. Вот сейчас у вас одна есть, а дальше вопрос.
Именно поэтому в том числе и компенсационных участков еще нет, потому что нам интересно как раз строительство жилых комплексов. Михаил, вот из комментариев активистов из их видеообращения недавнего. В проекте планировки Глумилина-5, там они приводят один кадастровый номер, один участок площадью 33 604 квадратных метра. Планируется построить 63 тысячи квадратных метров жилья. Это 2100 жителей. Плотность застройки составит 625 жителей на 1 гектар, что в 2 раза больше нормативной. Это неправда. Если правильно посмотреть, опять-таки, нормы градостроительного проектирования, то плотность считается немного по-другому. Точнее, не немного, она считается вообще по-другому. Мы можем сейчас на эту тему дискутировать, но я все-таки хотел бы, чтобы с представителями общественников мы встретились и рассказали, как правильно считаются все нормы. По нашим расчетам, плотность нашего квартала будет не превышать 44 человека на гектар. И это вопрос опять к тому, что со всех сайтов общественников и так далее идет информация, противоположная тому, что есть на самом деле. Дабы дискредитировать застройщика и попытаться каким-то образом остановить данный проект. Михаил, вот здесь хотелось бы понять, вот вы говорите о желании дискредитировать, то есть не о желании договориться и решить проблему, а именно о желании дискредитировать. Всему должно быть свое какое-то объяснение, да, хотя бы попытка объяснить. Почему тогда это происходит, на ваш взгляд? Смотрите, вот я купил, предположим, дом на берегу реки. Застройщик мне говорил, что у вас будут окна на воду, и вдруг проходит несколько лет, и между рекой и мной строится еще один дом. И тут я понимаю, что я буду жить не на первой линии, а на второй. Соответственно, что мне делать? Как вариант, либо переезжать в дом напротив, либо пытаться остановить стройку дома, который будет мешать мне виду и закон на реку. Понять же можно такое желание. Действительно человек покупал и вкладывался с учетом вида, а его лишают. Слушайте, для этого надо купить дом в деревне, да? Нет, почему? Подождите, секундочку, Михаил. Человек покупает в городе квартиру с видом, рассчитывая, ему не нужно для этого ехать в деревню. Почему? Он хочет жить в Уфе. С какой стати он должен ехать куда-то в деревню? Значит, надо купить дом в соседнем, потому что Уфа, как и многие города-миллионники, которые должны развиваться. Где должны появляться новые архитектуры, должны появляться школы, детские сады, где должно быть строительство. И от того, что появился второй дом, это нормально. Это нормально в большом городе. Да, если он при этом соблюдает нормативы, все по закону и так далее. Естественно, конечно. Конечно, а тем самым вы нарушаете требования в нежелании, что рядом будет дом, вы нарушаете желание неких лиц на реализацию своих бизнес-идей, бизнес-проектов. Если все по закону. По поводу социальных объектов хотелось бы, Михаил, вот еще уточнить, что ли, да? На сегодняшний день жители жалуются, что уже там мест не хватает в детсадах, и что те, которые вы предлагаете построить в комплексе, они проблемы не решат. То есть, лишь прикроют наличием, но фактически количество будет недостаточным. Смотрите, с точки зрения тех детских садов и школ, которые мы разместили на территории жилых комплексов. Школу планируемую на 1000 мест мы запроектировали с профицитом. Что имеется в виду? Что на потребности наших жилых комплексов нам понадобится 600 мест. Из них 400 – это места профицитные как раз для жителей района Глумилина. С точки зрения детских садов, детские сады полностью обеспечат потребность наших жилых комплексов. То есть эти соцобъекты вы планируете построить за свой счет и безвозмездно передать городу? Как это будет юридически? Нет. На сегодняшний день у нас есть обязательства по проектированию школы, на которые мы потратим проектирование, экспертиза 15 миллионов рублей.
Соответственно, строительство детских садов и школ – это ответственность администрации города. Все-таки. С вас проект получается. Вот. Ага. А с нас проект, и по нашим согласованиям с администрацией и так далее, проекты будут идти параллельно. Таким образом, чтобы к завершению строительства школы и детский сад, в принципе, начали работать. Вы знаете, вот я тут попытаюсь сейчас опять же систематизировать, что люди пишут в разном ключе. Какая норма прибыли, что ли, закладывается весь этот проект? Все-таки люди часто, претензия основная в том, что застройщик не хочет общаться с людьми, не хочет исполнять требования и пойдет на все ради высокой прибыли. Есть уже реальные цифры, которые вы могли бы назвать, на которые рассчитывает компания? Смотрите, давайте в этом проекте я немножко про другое сейчас скажу, потому что считать чужие деньги не очень правильно. Ну, знаете, люди были бы благодарны узнать. Понимаю. Вот при всем при этом давайте я все-таки про другие цифры скажу. Значит, компания «Садовое кольцо» в рамках этого проекта 115 миллионов тратит на благоустройство леса, 15 миллионов на проектирование школы и 450 миллионов компания тратит на достройку объектов госстроя. Вот, наверное, такой мой ответ будет. Да, в общем-то, это звучит понятно, но и кто-то скажет, а если у них прибыль при этом будет 5 миллиардов чистая, да, то какие проблемы выделить $500 на все это? Понимаю. Мы не раскрываем цифры. Они никоим образом не помогут. Вы знаете, вы говорите про вырубку определенную, да, там, определенной территории леса и про восстановление потом. Но все-таки в таком же виде экосистему я сомневаюсь, что получится восстановить. Или все-таки это рассчитываете? На сегодняшний день и в группе активистов в том числе есть профессиональные экологи, профессиональные люди, кто занимается проблематикой леса. Соответственно, смотрите, история же другая. Мы планируем построить жилье и его продать. Да? Для того, чтобы жилье действительно было конкурентоспособным, у этого жилья должны быть явные преимущества. Какие явные преимущества могут быть у жилого комплекса, который там расположен? Потрясающая прогулочная территория. Соответственно, мы сами, как и мной, заинтересованы в том, чтобы это все было красиво. Да, Михаил, конечно. У нас очень мало времени. Давайте резюмируем. То есть, еще раз, да, вы готовы сесть за стол переговоров с активистами для того, чтобы все им разжевать и показать, но они пока на это не идут. Да, совершенно верно. И сейчас вы, по сути, их призываете, в том числе через нашу радиостанцию, сесть за стол переговоров. Вы готовы это сделать? Послушайте, у Антона Давыдова, если говорить про него, есть мой телефон, и мы с ним после первого, это важно, мы начали диалог после же первого круглого стола. Но после этого позиция общественников была, пока мы не дождемся утверждения ППТ и не получим ответы от города, общаться с Садовым кольцом мы не будем. Понятно. Я еще раз подтверждаю, что мы ждем. Понятно. Наше время истекло. Михаил Фельдман, управляющий партнер группы компании «Садовое кольцо», был сегодня с нами. Хорошего дня, до новых встреч. До свидания.